Съемки фильма начались еще в июне. Это история, основанная на реальных событиях 25-летней давности, рассказанные бойцами абхазской армии. История жизни сухумских ребят, которая в одночасье превращается в ужас войны. Авторы проекта не стали менять настоящие имена героев на сценические. В фильме нашлось место и драме, и любви, и героизму. Одна из главных целей картины, название которой будет раскрыто лишь на презентации – патриотическое воспитание и сохранение духовной связи молодого и старшего поколений. Мы восстановили военный эпос, восстановили военный песен, фольклор. И кажется, что у нас неплохо получилось. И когда у нас сложилось такое содружество, мы решили снять вот такой вот фильм. Получилась, на мой взгляд, такая очень симпатичная история. В общем, история о том, как сухумскому мальчишке приснилась война. То есть он себя увидел на войне взрослым. То, что с ним должно было произойти потом через какое-то время. Любовь, верность, героизм, патриотизм, трусость, предательство – все это зрители смогут увидеть 27 сентября, в день презентации на набережной у Колоннады. Над созданием картины работало немало людей. Как отметил режиссер-постановщик фильма Эрик Мека, самая сложная часть работы – это то, что роли исполняли непрофессиональные актеры. Ни одного профессионального актера, понимающего вообще актерское мастерство, понимающего, не было на площадке. Приходилось максимально интегрироваться, максимально психологически общаться, сближаться очень сильно с мальчиками, потому что это была страшная жара, это практически все лето, это вот самые знойные дни. Самое главное, я понимал, что я хочу от ребят, очень хорошо понимал и максимально считаю, что смог из них это вытащить и получить. И у нас было абсолютно полнейшее стопроцентное понимание и с моим, разумеется, старшим другом, братом, с коллегой, с режиссером Тимуром Кучбери и с мальчиками, за что им хочу сказать огромное спасибо. Говоря о полнометражных фильмах или о каких-то серьезных проектах, мы прекрасно знаем, как устроена психология нашего абхазского общества. С большой любовью и уважением хочу сказать, что сразу напрягается внутреннее мнение типа «а ну-ка покажите, что вы там сделали». Я хочу обратиться ко всем, кто уже потенциально готов быть критиком. Здесь критиковать нечего, ребята, это первая попытка, просто вот такая вот маленькая любительская попытка сделать полнометражную картину из совершенно свежего, придуманного, написанного по этому случаю сценарию, поэтому приходите все на презентацию, которая состоится 27 сентября на открытой площадке в центре города. И посмотрите просто эту картину, как на работу, что смогла сделать группа таких же ребят, как и вы, совершенно без каких-либо там спонсоров, без каких-то финансовых поддержек, просто силами, своими силами, силами друзей, патриотов, близких, не знаю, однополчан. Девятилетний Арсул Гвинджи в фильме, основанном на реальных событиях, сыграл главную роль. По его собственному признанию, это было лучшее лето в его жизни. Я снимался под дождем, очень много раз промок, очень было холодно тогда. Еще видел настоящее оружие, трогал их, держал их, видел настоящие окопы. И, было очень интересно. Еще один маленький актер, которому посчастливилось сняться в этом фильме – Инар Гумба. Он сыграл роль одного из героев в детстве. Это было невероятное лето. Я снялся в фильме. У меня появились новые друзья. Больше всего мне из момента фильма понравилось, когда мы купались вместе и дрались. Я очень сильно жду презентацию фильма. Автор проекта Харахару Арихабы, журналист Эмма Худжа, в предыдущие годы тщательно подбирала песни, рожденные в трудное для Абхазии военное время, которые потом вошли в музыкальный альбом. Многие из них так и запомнились зрителям с гитарой в окопах на передовой. Музыкант-аранжировщик, композитор Андрей Гумба говорит, что над каждой композицией они работали очень деликатно. С начала музыкального проекта Харахару Арихабы в нем приняли участие около 100 человек. Сыновей и дочерей реальных героев войны и, конечно же, сами ветераны. И вот спустя несколько лет, 27 сентября, в 25-летие освобождения Сухума, жители и гости столицы смогут услышать новые песни, которые вошли в новый альбом Харахару Арихабы. Мы во всем этом масштабе отвечаем за музыкальную часть изначально, с первого фильма. Как завелось уже у нас, мы делали аранжировки и в последующем уже на концертах играли все это.
И вот сейчас, 27 числа, у нас будет концерт, в концертную программу, в которую войдут песни уже из 3 фильмов. Там будут и новые песни с 3 серии, и известные всем старые, скажем так. 25 лет назад у Нижнего Гуместинского моста велись ожесточенные бои. Здесь располагались блиндажи. В этих самых окопах тогда военкор Маходжа брала интервью у абхазских бойцов, которые первыми шли в бой. И вот перед началом съемок вся съемочная группа своими руками расчищала эти окопы. Практически они заново их вырыли. Именно в одном из них и снимался фильм. Сегодня, когда большую часть работы над спецэффектами в кино берут на себя электронные мозги, совершенно неожиданно в этом фильме обнаруживается, что все спецэффекты реальные, как и тяжелая техника. А сами ребята форсируют Гуместу в полной экипировке по натянутым тросам. Большой помощи мне оказали представители силовых структур Абхазии, Мират Кишмария, оружие, консультации и вот эти вот спецэффекты со взрывами, со стрельбой. Наверное, мы это не смогли бы осилить без помощи руководителя ЦСН Абхазии Рауля Харабуа, а также мы не смогли бы передвигаться без помощи директора Абхазтоп Беслана Авицба. Он помог нам очень горючим, так как у нас денег не было, фильм был малобюджетный, и всем миром помогали мне. И спасибо тем женщинам, которые бывало, что иногда приносили нам кушать на съемочную площадку. Этот фильм тоже снят, как и все наши предыдущие фильмы, силами творческого объединения Харуари Хаб. Весь этот проект посвящается памяти первого президента Абхазии, главнокомандующего вооруженными силами времен войны Владислава Ардзинба. И сегодня вот ребята пришли еще раз почтить его память, потому что, несмотря на политическую конъюнктуру, на все какие-то события, которые происходят в стране, должны быть символы, ориентиры и люди, которые чтят подвиг, победу, и тогда у нас будет будущее. И по традиции, после завершения каждой съемки вся съемочная группа поднимается к мемориалу первого президента Владислава Ардзинба для того, чтобы возложить цветы и почтить память человека, с именем которого наши бойцы шли в бой и побеждали. Человека, с именем которого связывают свободу и независимость Абхазии. Рената Шакай, Артур Каландия, Абхазское телевидение.